Θα ήθελα να πω στον μακαριώτα του αδελφό μου, ο Νούφριος, στο Κίεβο χρόνια πολλά. Έζησα 10 χρόνια στην Οντέσα. Γνωρίζω τον Ονούφριο ότι είναι ένας άγιος άνθρωπος και να ξέρει πως το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και όλοι μας είμαστε κοντά στην κανονική Ορθόδοξη Ουκρανική Εκκλησία με Μητροπολίτη τον Μακαριώτα τον Ονούφριο, που να έχει καλά του Θεού χρόνια πολλά και υγεία πάνω απ' όλα. Αγιοτάδης Εκκλησίας της Ουκρανίας. Мы рады, что вместе с нами предстоятель Είναι Святой γνωστός και Украинской αγαπητός Церкви. στο Άγιον Όρος. Он знакомый и любимый на Святой Горе. Ίσως είναι από τους λίγους επισκόπους της Ουκρανίας που ήρθαν πολλές φορές στο Άγιον Όρος. И этот один из тех архиереев, который много раз был на Святой Горе. Ταπεινά προσευχόμεθα ο Ουκρανικός λαός να περιφυλαχθεί από την χάρη της Παναγίας. Смиренно молимся, чтобы украинский народ был защищен благодатью Пресвятой Богородицы. Και με πολύ πόνο έτσι ανησυχούμε για τα τεχθενόμενα εκεί. И с большой болью переживаю за состояние Και Украины. παρακαλούμε τον Ουκρανικό λαό από το Άγιον Όρος И прошу украинский народ со Святой να Горы, στηρίζει την κανονική εκκλησία και τον κανονικό προκαθήμενο και τη σύνοδο. чтобы она держалась канонической церкви, канонического Εμείς στο предстоятеля и Άγιον Όρο στηρίζουμε канонического синода. μεταφοσιώσεως στην κανονική εκκλησία. И мы хотим, чтобы они поддерживали каноническую церковь. Διότι έχει μεγάλη σημασία για τη σωτηρία μας το να εντασσόμεθα κανονικό τον τρόπο μέσα στην εκκλησία. Это важно для нашего спасения, чтобы мы подчинялись Γι' αυτό канонической церкви. νικητεύουμε τον Ουκρανικό лао. Всякий раскол – это дело дьяволское, это человеческая гордость. У раскольников нет никакой благодати Божьей, там нет спасения, там нет благодати, чтобы наследовать Царствие Божие. Вот и все, пускай человек выбирает. Благодать, ведь история церкви показала, все расколи, все ереси, это они отторгают от Христова, от тела. Церковь – это тело, и они отторгают от него кусочки, и они пропадают. Поэтому это большой грех, и это большая беда для людей, которые уходят в раскол. Нельзя идти в раскол, там нет спасения. Зачем такая церковь, где нет благодати? Надо тем, которые отошли, покаяться и вернуться. Нет другого пути. Тут нет каких-то, чтобы переговаривать, надо вернуться в лоно Святой Православной Церкви. Покаянием. Каждый грех надо загладить покаянием. Те, которые не в расколе, тоже могут впасть в грехи. Как им вернуться? Тоже покаянием. Покаяние – это путь. Господь нам даровал великую благодать покаяния, что любой грех мы можем покаянием загладить и получить прощение. Вот им надо так сделать. Вернуться в Святую Православную, к Матери Церкви вернуться. Вот это им желаю. От всей души желаю это, чтобы, конечно, никто не погиб. Человек, ему дана великая миссия, он должен наследовать то место, которое потерял Деница. Очень высокое место ему даровано в Царстве Небесном. И нельзя его таким образом потерять, уйти в раскол или в ересь. Надо вернуться в церковь покаянием. И раскол – это есть боль для всех нас. И все православные, трезво думающие, стремятся к тому, чтобы сохранять людей веры в единении, чтобы этих расколов не было. И, конечно, когда есть единство, злой, он действует, чтобы был своего рода беспорядок. Но здравое православие, оно должно иметь освобожденность от этого действия сатаны и бороться с этим. Иначе мы не православные, иначе мы удаем только православных. Если я православный, я люблю Бога, люблю церковь, люблю свой народ и стремлюсь, чтобы было единство. А если я этого не понимаю, я малоправославный. Это не от мира сего. К сожалению, много лет уже на теле Христова, потому что Церковь Христова – это тело Христово. Есть большая рана.
который нанес раскол на Украине. У нас Болгарская церковь тоже пережила эти трудные испытания политического раскола. Было страшно. Мы лучше всех знаем, что такое раскол и какие бывают последствия от раскола. Не только потому, что святой Иоанн Златоуст говорит, что и кровь мучеников нельзя или трудно залечить последствия от раскола. То, что пережили мы, Болгарская православная церковь, каноническая церковь во время раскола, это было страшно. Так что мы искренне вам сочувствуем. Сочувствуем канонической Украинской православной церкви и украинского народа, православного народа, потому что наличие раскола, это отражается не только в церковной жизни. Это даже разделение общества, которое является элементом государственной сигурности. Разделить церковь одного народа, это значит разделить самого народа. Это страшно. А мы знаем, что такое разделение не только от личного опыта, а то, что сказано в Священном Писании. Если одно государство разделится и противопоставится одна сторона на другая, то тогда самоуничтожится. Так что мы молимся, и не только молимся, мы делаем, как каноническая автокефальная православная болгарская церковь, что по мерам нашим силам, чтобы преодолеть это искушение в церкви. Сказано в Священном Писании: искушенный может искушенным помочь. Мы пережили это время, и мы знаем, как трудно преодолевается. Конечно, не без Божьей помощи. Но и силой веры народа, который стоит твердо на основе святой православия и живет в канонической православной церкви, там, где есть спасение. Вне канонической церкви нету спасения. И по молитвам всего народа мы веруем, что это испытание преодолеется на Украине, и церковь будет одна, потому что один Господь, одна церковь основал. Дай Бог, чтобы скоро это искушение, это испытание церковной жизни было преодолено. Это и наша боль. Говорю искренне, потому что, как сказано, церковь есть тело Христово. Там добавлено еще, если страдает один член, один ут из этого тела, страдает весь организм. Мы знаем и чувствуем страдания канонической Украинской православной церкви. Страдает организм всего православия от этого. Так что молимся, чтобы Господь вылечил это страдание в церковной жизни святого православия. Владыка Онуфрий православный епископ, канонический епископ, человек, который в своем жизни и служении со страхом Божьим идет по дорогу веры и вечного спасения. Человек, который всегда в своем сознании имеет образа пастыря-начальника Господа Иисуса Христа. Ему служит верно. Это не только мое мнение, это мнение всей Болгарской православной церкви и мнение православного болгарского. Что вы можете сказать по поводу обращения парламента Украины к Вселенскому патриарху с просьбой о предоставлении автокефалии? Какой результат можно ожидать? Я считаю, что это был дерзкий шаг, даже слишком дерзкий с их стороны. Политика, которая там ведется, не должна касаться вопроса признания церкви. Как известно, Вселенский патриарх признает только патриарха Кирилла духовным лидером всей Руси, что означает, безусловно, и Украины. Проблема Украины – это внутренний вопрос Русской Православной Церкви. И никому в этот вопрос не надо вмешиваться, потому что политики уже вмешались в этот вопрос, сделали много проблем. А еще как другие церкви начнут вмешаться, то еще проблем умножится.